umma.ru. Достоверно об исламе. Хадис о качествах лицемера. И когда мы читаем что-то, касающееся лицемеров, то мы это читаем как? Скажите, то есть как мы проецируем эти смыслы на жизнь? Что мы стараемся за этим увидеть? Свои повседневные дела. Да, то есть обычно мы стараемся видеть недостатки других. То есть нужно повернуть к себе лицом в зеркало, да, и посмотреть. То есть эти хадисы, они призваны, то же самое, аят алейкум анфусакум, да, то есть работайте над самими собой. У нас же обычно мы люди, 99% людей, как мне кажется, мы очень хилы, слабы в этом, постоянно видим только чужие ошибки. Это такой дьявольский подход, и мы, конечно же, аяты и хадисы под это можем загнать, что он там кафир, этот мунафик, этот еще кто-то там, тот еще что-то и так далее, и пошло-поехало. Опасная штука, надеюсь, вы этой болезнью не болеете. Потому что поколение интернета, я думаю, что у них, тем более такое религиозного характера, у них, конечно, с этим у многих проблемы. То есть они ищут в ком-то, но только не в себе. И другая крайность – это люди ищут в себе, и если у них есть намек на шизофрению, то она у них резко начинает прогрессировать. Копание в себе – это тоже то же самое, что какой-то прыщ появился, да, и человек начинает ради Аллаха его и так, и сяк, кровь течет, ради Аллаха, то есть я терплю боль там и так далее. Это же целая сыпь. Ради Аллаха, я все это сыпь, ради Аллаха. В итоге он что получит? У него там такие экземы и такие, как порой человек, у него огромное количество этих прыщей, то есть вся эта инфекция, все это ухудшило ситуацию. Но он ради Аллаха, это да. Но кто-то с телом не умеет управлять собой, да, и получает очень плохие результаты, кто-то со своей психикой. Вроде как ради Аллаха, но потом реально становится шизофреником, которого лучше закрыть в психбольницу. Такими приходится сталкиваться. Но обычно у нас в наших реалиях, когда такие люди появляются, наши любители медицины, в кавычках, их начинают лечить от чего? От джиннов. Это уже другой бизнес, своеобразный, интересный, популярный в наше время. Я не в том смысле, что нужно человека отблагодарить и щедро отблагодарить. Бывает, может быть, какие-то исключительные случаи, да. Но я говорю о том, что вообще как болезнь в обществе, любую вещь ко мне сколько раз подходит. А мне это в моей голове что-то мне показалось. А может, это джин? Да, сейчас рентгеновский снимок сделаем, посмотрим. То есть, к сожалению, да, мы живем и учимся, как пользоваться нашим телом, нашей психикой, и не всегда умеем читать аяты и хадисы для того, чтобы становиться счастливее. К сожалению, некоторые читают аяты и хадисы для того, чтобы становиться более несчастным, более бедным, более психически неуравновешенным, более хилым и так далее. И все это ради Аллаха. К сожалению, но таких людей немало. Поэтому тот хадис, который мы сейчас с вами процитируем, касающийся лицемерия, он не для того, чтобы наш мозг, а он любитель выискивать чужие ошибки, поэтому его сразу предупреждайте, свой мозг. Он для того, чтобы мы анализировали себя. Но опять же, не чтобы копаться в себе. Этот прыщ. Прыщ нужно игнорировать. Знать, что он такой, да. Помазать, может быть, йодом. Если на него не обращать внимания, он высыхает и отпадает. И точно так же и мысли. Всегда в мусульманском богословии плохие мысли появляются, игнорируйте. Они сами собой пропадают. Это мусульманское богословие говорило 14 веков назад и 100 веков, и 10 веков назад. А нейробиология сегодня говорит уже с учетом изученного мозга. Говорят, что плохие вещи у вас в голове, вы привыкли, нейронные пути, сети, игнорируйте, и эти нейронные пути просто отмирают, и все. И вы об этом вспоминать не будете. Это дьявольское нашептывание, которое нужно просто игнорировать. Поэтому сам хадис, он в своде хадисов Аль-Бухари, Муслима, в других сводах хадисов, одна из основных его формулировок такова. Есть их несколько, этих хадисов,
небольшая разница между ними есть, но в пояснениях говорится о том, что то, что их там, основных 2-3, то, что как бы чуть-чуть они отличаются, это не говорит о том, что вот там какое-то между ними противоречие, нет. Хадис, например, данный хадис, который я процитирую, упоминает 4 качества лицемера. И суть в том, что это не говорит о том, что прямо вот больше качеств нету. Просто говорит о том, что это центровые, наиглавнейшие качества. И если вот эти 3 качества, эти 3 вируса в человеке уже прижились, то здесь уже проблемы, нужно вызывать скорую помощь. Хадис звучит так. قال النبي صلى الله عليه وسلم 4 من كن فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من 4 كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. И двоеточие. إذا حدث كذب إذا وعد أخلف إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. Ну, это хадис достаточно известный, еще в детстве, там, не знаю, лет мне 13 или 14 было. И тогда, и там, один из, наверное, первых, с которым мы сталкиваемся, читая простенькие книжки. Смысл его. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, 4 качества. И если все они объединятся в ком-либо, станут присущими ему, неотъемлемыми чертами и характеристиками, тот будет, то есть станет именно, вот в данном риваяте, в одном из риваятов прям, то есть вот как бы натуральным, то есть таким настоящим лицемером. Есть вот другая формулировка, хорошая очень. Вот. «Кана мунафикан халиса», то есть настоящим лицемером. Ну, здесь пояснение сразу в сноске поставил. Это, конечно же, не исключает того, что он может пока жив, измениться, раскаяться, исправиться, безусловно. Но это критическая точка, когда все 4 качества окажутся в одном человеке и будут постоянно присущи ему. Не то, чтобы он оступился и справился, а это уже как бы его характеристики, то есть он таков. То же самое мозг, да, то есть когда человек, если мы знаем там сознательное, подсознательное, то здесь уже на подсознательном уровне эти 4 качества, они автоматом в человеке присутствуют. Он это сделал 1, 2, 100, все, подсознательно он это делает. То есть здесь уже, чтобы измениться, это целый сложный процесс, а не просто вот, иншалла, я стану другим. Да ничего подобного. У тебя стоит, это подсознательно стоит, и так просто ты не изменишься. Как только появится возможность, сразу, как те же самые воры, да, то есть, которые привыкли проворовать. То есть вот он вроде как все уже раскаялся, все там, появилась возможность. Все, у него рука сама собой идет в чужой карман. Ну, просто вот, как бы это для него уже, для его подсознания это искусство, это подтверждение собственной, как бы вот полноценности, да, вот универсальности, мастерства. Все, то есть он потом астафирулlah, там скажет, но все равно его рука положит этот кошелек себе в карман, ну, там где-то подсознательно скажет, ну ладно, пригодится, может, там, детям это нужно будет, может быть, еще если он не женат, там, или что-то нужно будет. Ну, все, то есть, как бы там. И все так же дальше, там, брат, сват, иншалла, машалла, то есть, там, ну, потом ночью он проснется, там, в поту, если у него что-то не так пойдет, или кто-то его заденет, или скажет, о, брат, ты что? Скажет, астафрилlah, начнет раскаиваться и так далее. Но опять же, когда появится возможность, но человек подсознательно, это просто его качество, он хоп, и все, то есть, он скажет, я вот, ну совсем даже, астафрилlah, я не хотел. Поэтому здесь именно, когда вот эти 4 качества, поэтому говорится, мунафикан халиса. Халисан, то есть вот, ну, настоящим лицемером, то есть это у него проблема. Эти качества, они настолько стали для него естественными, что он их даже не замечает. Они работают подсознательно. Это уже сегодня в нейробиологии все эти моменты, нюансы поясняют. Далее идет. А в ком будет лишь одно качество, хасатун вахида, да? То есть там 4 качества сейчас будут упомянуты. В ком будет лишь одно из них, в том будет одна характеристика лицемерия, это до тех пор, пока он его не оставит, не избавится от этого.
То есть даже если одно из 4 качеств, это тоже проблема, и нужно с этим работать. Первое. Ида хаддатха кадаб. Если говорит, лжет. Да, сегодня там журналы по психологии пишут о том, что да, дети врут, очень часто врут. Получилось, можно еще поинтереснее соврать. То есть здесь уже целый процесс воспитательный. Родители должны четко в голове ребенка поставить: ложь – это плохо, солгал – это низко, солгал – это подло. Но сказать ему, что ты станешь лицемером, ребенок не поймет. Ну послушайте. А если ты скажешь, ты должен стать личностью, ты должен стать примером, ты можешь добиться всего. Кто из вас в это не верит? Слушайте, если у вас дети есть, если вы не верите, что ваши дети могут добиться всего, если вы думаете, что они не той национальности или у них фамилия не та, так нельзя. Ладно, вы разрушили собственную жизнь, но зачем разрушать жизнь своих детей? И ставить перед ними преграду, что максимум, что ты сможешь, это стать водителем автобуса. Как так? Мне нужна стенка. Зачем? Ему будет сложно преодолеть это. Поэтому ребенок, новый человек, тем более верующий, тем более в семье верующих, где не пьют, не курят, не ругаются матом и так далее. Ребенок, у него потенциал огромный, еще больший, чем в той семье, где пьют, где орут, кричат, ругаются, курят и так далее. У ребенка огромный потенциал. Но он, как ребенок, он видит в школе, в детском саду, врут. И он начинает врать. И вот здесь очень важный наш вклад, громадный вклад родителей, и 100, и 1000, и 100 тысяч раз сказать ему, что врать это нельзя. Ложь недопустима. Это низко, это подло, это не соответствует тому, кем ты должен стать. Личностью, умным, верующим, богатым, да, влиятельным и так далее. Так вот, в хадисе говорится, первое качество – ида хаддатха кадаб. Если говорит, лжет. Ну, у нас мусульмане на первых порах, когда все там прорвало, у человека там весь черный период, он хочет быстро закрыть, его прорвало, он полон чувств, он говорит всю чистоту, все, что у него в душе, все, что у него в голове, чистую правду. От этого, конечно, его окружение, он сам в восторге не будут. Хадис не говорит о том, что нужно все говорить. В хадисе говорится о чем? В других хадисах? Поступать правильно. Нет. Когда говорится про речь, что нужно делать? Молчать. Нужно говорить хорошее. Вот в контексте этого хадиса лицемерие правдивое. Якулю хайран, говорит хорошее, а ульясмут, или молчит. А лишний раз промолчать? Лишний раз промолчать? Лишний раз промолчать? Молчание золото. Ну ладно, золото, не золото. Лишний раз промолчать. Но нюанс в чем? Если с твоих уст сходит чистой воды ложь, то это четко показывает на том, что внутри есть болезнь. И не нужно копаться в себе. Нужно просто-напросто начать поставить фильтр и понять, что ложь – это нечто гнилое, ложь – это нечто отвратительное, губительное. Все. То есть это недопустимо. Все. И нужно фильтр поставить, чтобы он останавливал это. Хорошо. Это первое. Второе. إذا وعد أخلف. إذا وعد أخلف. Если обещает, не исполняет. Ну, ваша голова сейчас вспомнит столько историй. И тот обещал, и этот обещал. Да. И женщины скажут, Шамиль обещал, что комната моя не женская уже давно будет сделана. Оф, вы бы знали мою голову за последние недели. Рабочие, хорошие, некоторые
делают качественно, медленно. Кто-то делает некачественно, быстро. Кто-то сначала делает, потом не делает. Один делает, потом в запой уходит. И потом тебе нужен результат. Да, вот как камень привезли нам на днях. Вот я тоже выходил, смотрел. Вот там часть партии, которая будет там сейчас класть. То есть нам нужно до холодов то, что мы хотели доделать. Но уже как бы все оплачено, все должны привезти. И вот ту партию, которую последнюю привезли, 80% качества никакое. Ну, не то чтобы отвратительно, можно его положить. Это же все равно как бы на улице. Но по определенным стандартам не то. Ну, все опять же вежливо. Связались с тем, что к чему, как. Да, он оказался за границей, он оказался там, других попросил, они там что-то не так сделали. Он говорит: о, позор, я извиняюсь, 100 раз извиняюсь и так далее. Все. Но это хорошо. Я говорю: ладно, но нам-то нужно до холодов, чтобы все это прихватилось, чтобы все это до конца довершить. Ну что вы, я не знаю. Ну. И вот самое разное. Там сделали нам штукатурку на заднем дворе. Мы сказали, нам говорят: заплатите. Я говорю: слушайте, вот вы посмотрите, у вас стена там тут завалилась, тут кривая, тут еще что-то. Вы сэкономили на рабочих, ну, чудесно. Да? Но мы в любом случае платим за высокое качество. Не просто там. Мы могли бы сами найти на улице рабочих, сказать: вот там, зашпаклюйте и так далее. Но нет, мы как бы платим так, чтобы есть определенная договоренность, что должно быть высокого качества. Да, согласна. Сейчас опять начали снимать эту штукатурку. Да. Но в любом случае, например, для меня важно, конечно, да, это все в общем контексте. Хорошо, что я попутно еще перевожу хадисы, да, или читаю аяты. Глоток свежего воздуха. И, по крайней мере, для нас с вами в этом хадисе важно, что не делать вывод о ком-то. Когда касается кого-то, мы стараемся добиться нужного нам результата. Тем более, как раз здесь я специально в пояснении написал: если обещает, пояснение пишу, что лучше всего, конечно же, делать, как? Если обещают, что нужно обещание делать? Как? Прописывать. Один услышал одно, другой услышал другое. Очень часто люди спорные стороны говорят: нет, вот так, нет, вот так. Вчера они были близкими друзьями, вошли в бизнес, договорились, это делает вот это. Всегда были друзья детства. Все великолепно. Но ничего не прописано. Появились деньги. У каждого мозг хитрый. Он начинает сразу, так, это мы забудем. Так, а вот это мы будем четко помнить. А у другого-то другое, у него тоже мозг, у него тоже семья, ему тоже денег хочется. Все, и пошло-поехало. От чего отталкиваться? Ничего нет. Поэтому, чтобы мы в эту ловушку не попадали, дьявольскую, да, лицемерную, то есть та ловушка, которая может дает как бы характеристику, что человек уже заходит на территорию лицемерия, и для верующего это никак не хорошее. Если обещает, не исполняет. Поэтому максимально все прописывается письменно. Хорошо. Третье идет качество. Третье, если заключает договор, то поступает, то есть лицемер, как он поступает? Вероломно. Предает, отрекается от взятых на себя обязательств. То есть совсем ненадежен в том, что касается в том числе денег, денежных, но особенно денежных отношений. То есть у договора есть, но его же можно по-разному трактовать. Пойди в суд, огромное количество судов, с судьей договорился, хоп, сюда. Другой побольше заплатил, хоп, сюда. И как однажды, судья очень высокой инстанции в Российской Федерации, он говорит: вот я все делаю честно, хорошо, вот мы все так, все правильно, все, вот эта сторона правильная, отлично, все, вынесли решение. Чем не понравилось, они пошли в вышестоящую федеральную
договорились. И поменялось решение. Он говорит, ладно, если еще так. Еще нам на региональном уровне еще ППшки дали федеральные. А вы что там неправильное решение принимаете? Он говорит, попробуй пойми. Да. То есть, но вы скажете, лучше судьей федеральным не быть. Надо. А кто будет? Если мы не будем, кто будет? И федеральным, и генеральным. Хорошо, один сказал, судьей Конституционного суда. Отлично, молодец. Он сказал, придется, конечно, много трудиться, чтобы стать таким судьей. Но очень хорошо, иначе у нас весь вкус будет в чем? Когда пойдет нечто заказное, и тебе скажут, что давай вот так вот делай, или вот сяк. И вот тут самый вкус жизни. Самый-самый. На 100 тысячах не сломают. На 1 миллионе, ну нет, мелковато как-то, что с этим 1 миллионом делать рублей. 1 миллион долларов, ну на старость не хватит. И человек может, вот у него как раз таки вот этот момент начнется. И вот остаться на стороне правды, да, справедливости, я'муру биль киста. Когда говорят, вот там законы Аллаха, шариат, не шариат, Аллах миром. Эту тему я писал в книге «Как увидеть рай», очень подробно эти аяты пояснены. И суть во всей судебной системе, с точки зрения шариата, с точки зрения Корана и Сунны, главное это справедливость. И вот за эту вещь, справедливость, человеку воздастся громадным божественным воздаянием. Она многого стоит. Так вот, заключил договор, но предает, отрекается. Нет, еще. Наверняка сталкивались. Бывают люди разные, соглашусь. Но мы не судим других. Нам в судный день не за кого-то отвечать, а за себя. И когда я над этим работаю, да, чтобы любая критика в мой адрес была, я относился как к божественной милости и благословению. Все, это просто, это шедевр. Это Божья милость. Если кто-то меня где-то в интернете облил грязью, вау, это нечто. Это просто аромат райской обители. Аромат райской обители. Для своего мозга это внушаю, работаю над этим. Шамиль, это аромат, это не какой-то туалетный здесь земной жизни, нет, абсолютно. Хоть меня лицом в этот унитаз опустили, да мне абсолютно не важно. С точки зрения вечности, для меня это аромат райской обители. Все. И вот, когда касается кого-то, абсолютно не важно. Главное, чтобы я, если взял на себя определенные обязательства, чтобы я их не нарушил. Тем более не повел себя вероломно. Не стал отрекаться, предавать. Безусловно, может по-разному трактовать. Я последние 2 года, примерно год или 2 года назад, оказался в одной ситуации сложной. Там целую судебную тяжбу против меня начали. Сложная очень вещь, интересная. Даже в книге «Стань самым умным и самым богатым» там одна из тем есть касательно этого. То есть я ночью проснулся и то есть я анализировал со всех точек зрения. Конечно же, для человека я вдруг стал очень нехорошим. Да, то есть там, но хотя каждая ситуация, нам главное, да, если мы верующие люди, оценивать ситуацию пред Богом. Вот мы в судный день, да, как нам вот эту ситуацию, вот как она? Я человеку сказал, да, вот не хочу я ни спорить, ничего. И переделывать даже не переделывайте. Человек там накосячил по полной программе. Переделать, не переделать. Вот то, что вы потратили, мои там деньги, да, почти 200 тысяч рублей, не так легко как бы их заработать в наше время. Все, ладно. Еще вам нужно заплатить? Еще заплачу, но только не больше 50 тысяч. Он говорит, нет, 250. Я говорю, извини, как бы, дорогой, но здесь, ну это уже беспредел. Все. И я ничего, то есть мне когда начали угрожать, ты как бы публичная личность, мы тебя так дискредитируем, мы закажем против тебя статьи. То есть его юристы начали мне мы против тебя вот это.
Да мы даже в мечети у тебя будем раздавать бумажки, что ты такой нехороший и так далее. И я говорю, что хотите делайте. И я человек верующий. И меня на таких вещах не поймаете. Мне абсолютно не важно. И если я человек верующий готов отказаться от всего. Я готов пойти на уступки. Ладно, я потеряю там свои 250, еще потом потрачу. Но то, что вы просите, это уже беспредел. И с этим я мириться не буду. Поэтому вот в жизни самые-самые разные вещи. Мы заключаем договора, мы о чем-то договариваемся. И насколько мы правы или не правы, безусловно, если мы это оцениваем пред Богом, мы, безусловно, стараемся уступить. Ну, лишний раз лучше уступим. Но когда это конкретно беспредел, по крайней мере, я еще не дорос до того, чтобы кто-то прямо вот до беспредела кому-то уступать. По крайней мере, у меня такого уровня еще нет. Так вот, третье качество. Человек заключает сделку, но он так ее заключает, тем более юристы современные знают очень хорошо. Юридически можно так все выстроить, и потом бабах, те же самые банки, да? То есть вроде как все, такой нормальный договор, а потом бабах, оказывается, что ты вообще там в конкретном пролете, и тебе там счетчики включили просто неимоверные. То есть вроде заключили с тобой договор, но там есть пункты, которые тебя просто начинают уничтожать. То есть человек знал заранее, и он это тебе подставил. Такое, зная заранее тебе подставить, может сделать только лицемер. Вот в этом, здесь как раз в этом хадисе говорится. Нормальный человек, здоровый человек, тем более верующий, такого сделать не может просто. То, что ситуации бывают разные, каждый по-разному понимает, да. Но здесь уже мы оцениваем это все пред Богом, и все. И четвертое. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. Четвертое качество – это когда люди спорят, люди ссорятся. Да? И вот если спорит, то есть четвертое качество лицемера, если спорит, участвует в споре, ведет тяжбу, то ведет себя очень нагло, некультурно, невоспитанно. То есть в любом случае бывают спорные вопросы. Да, безусловно. Мы даже, что касается мечети, нужно как-то вот принесли этот камень, нужно как-то суметь договориться, или вот с этой стеной, штукатурка неправильно. То есть, человек говорит, нет, нормально. Ему показывают этими уровнями еще, завалилась стена, то есть показывают еще что-то, кирпич, какая-то еще мелочь, еще что-то. То есть в любом случае мы мирно, спокойно доказываем свою правду. Но когда мы начинаем вести себя нагло, в споре, мы начинаем именно хамить, невоспитанно себя вести, да, то в этом случае уже как раз это фаджр, глагол. То есть человек спорит, но он ведет себя абсолютно невоспитанно, нагло. То есть старается нахрапом запугать, задавить и так далее. То есть если человек идет таким путем, то он сам себе может поставить диагноз о том, что у него проблемы с верой. То есть один из главных червей лицемерия уже конкретно проедает его веру. Здесь один абзац написал в комментарии. Уверен, всякому мусульманину во все времена, читая этот хадис про 4 качества лицемера, уверен, всякому мусульманину во все времена, читая этот хадис, есть над чем задуматься. А после есть над чем работать. Всегда мы не ангелы, мы в любом случае. Подчеркну, этот и ему подобные хадисы не указывают на то, чтобы судить, осуждать других. Они для анализа самого себя. То есть даже если мы пересекаемся в тех или иных ситуациях, да, в голове у нас человек начинает закрашиваться в темные тона. Может, вчера мы были друзьями, сегодня он в чем-то нас подвел. Нам кажется, что он нас подвел. Он становится таким плохим. Здесь заморачиваться в этом не надо. Сразу человек верующий должен поставить. Мне о нем не спросят, плохой он был или хороший. Мне спросят обо мне. Я был хороший или плохой? Гнилой или не гнилой, или нормальный? Вот у меня о чем спросят. Поэтому ты о нем думать, о нем переживать, да мне зачем это нужно?
Ресурс энергетический, энергия ежедневно ограничен. Силы ограничен. Время ограничено. Подчеркну, этот и ему подобные хадисы не указывают на то, чтобы судить, осуждать других. Они для анализа самого себя.